У нас сегодня на учете состоят на 11 месяц 306 человек, из них 196 шприцевых, 27 токсикоманов. Вот. Ну, по наркоконтролю, который мне дал справку, 285 там написали. Нет, вы написали что? 306, да, вы написали. Полиция 285 написали. Такие расхождения уже говорят о том, что ответственные службы просто не хотят портить собственный имидж или же репутацию тех или иных лиц. К примеру, по данным наркоконтроля, в этом году на учет поставлено меньшее количество лиц, нежели в прошлом. Однако это вовсе не говорит о налаживающейся в городе ситуации, а напротив, подчеркивает бездействие служб, указывает на низкую раскрываемость и низкий уровень изъятия, отметил Юсуф Нурудинович. Для справки, в минувшем году в целом было изъято 7,10 кг наркотических препаратов, в этом же лишь 3,5. Активных групп было обнаружено 5, в этом лишь 2. Закрытых наркопритонов 5, по данным этого года ни одного. И все это, учитывая, что Каспийский наркоконтроль занимает первое место среди межрайонных отделов. 6 тысяч сколько получается прежде осужденных по наркотикам? Бизнес получается, когда получается наши жильцы. Однако работа в этом направлении все же ведется, отметил исполняющий обязанности начальника наркоконтроля. По данному вопросу раскрыто 41 преступление, участники 19 из которых получили условный срок лишения свободы. Остальные приговорены к реальному заключению. К сожалению, самая подверженная группа населения по сей день остаются подростки. На неблагополучную обстановку в Каспийске указал анонимный социологический опрос среди школьников. И в этом деле по-прежнему виновны лица, укрывающие учеников, беспокоясь тем самым не за здоровье своих подопечных, а за честь школы, отметил председатель комиссии. В общеобразовательных школах в начале года мы даже не принимаем план работы, общешкольный план школы без направления комплексной безопасности, наркомании, дорожно-транспортных происшествий, антитеррористической, антинаркотической. Вот это направление, они обязательно входят в общешкольный план любого образовательного учреждения. Работа в отношении несовершеннолетних лиц должна вырасти в разы, потому как в городе ныне начинает функционировать антинаркотическое волонтерское движение, отметила начальник отдела культуры Пайзаната Бачараева. Волонтеры эти готовы вести агитационные беседы, организовывать акции и активно сотрудничать с органами по противодействию наркомании. На этой приятной ноте, отдав указания по активизации работы службам города, совещание антинаркотической комиссии было объявлено закрытым. Светлана Курбайтаева, Гайдар Рамазанов. Новости Каспий ТВ.